Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады новой встрече с вами. Вновь в эфире телеканала ЖТСУ программа «Единый народ». И сегодня вас ждет немало интересного, так что не переключайтесь. В нашей программе вы увидите выставки, учебные центры и этноаулы. Какие проекты намерены реализовать члены Союза ремесленников Алтын-Адам? В наших программах мы часто рассказываем вам о мастерах рукоделия, которые своими руками не только создают потрясающие шедевры, но и вносят лепту в сохранение культуры и традиций своего народа. Многие из них вступили в созданный недавно в Алматинской области Союз ремесленников края ЖТСУ. И сегодня мы хотим рассказать вам более подробно о данной организации. Знакомьтесь, Динара Бакирова, председатель совсем еще юного, но уже весьма известного Союза ремесленников края ЖТСУ. Творческое объединение Алтын-Адам было создано в феврале 2021 года. Тогда же сразу в него вошли около 80 народных умельцев нашего региона. Сегодня мастеров уже насчитывается более 100. В их числе представители двух общественных объединений, работающих с людьми с ограниченными возможностями. Это общество «Жигер» и «Алпамыс». По словам руководства общественного объединения «Алпамыс», такое сотрудничество сказалось на их деятельности весьма благоприятно. Очень благоприятно, потому что мы посетили вместе с ними выставки вот на Кульсае. И после вот этих выставок мы поняли, что нам нужно немножечко изменить направление. Но хотя мы то направление не перестаем в том направлении работать, мы еще решили изготавливать изделия сувенирные, для того, чтобы туристы могли купить именно в национальном колорите. Вот верблюжонок из шерсти, юрточку, ну и также вот броши. Вот такие тумарчики тоже начали делать. Мы планируем дальше вывозить еще наших деток, которые с инвалидностью, молодые люди, чтобы они тоже посмотрели, что есть выставки, чтобы они сами представляли свои изделия. Главными задачами Союза является поддержка культуры, возрождение и развитие ремесел, поднятие статуса ремесленников Алматинской области, а также развитие предпринимательства среди мастеров, рассказывает председатель. А потому в первую очередь было решено организовать как можно больше выставок, чтобы ремесленники могли показать свои работы и поделиться опытом. Первой презентационной стала выставка в Талдыкургане на базе Дома дружбы. В следующий раз такая встреча была организована на озере Кульсай по приглашению Управления туризма. Участие в ней приняли не только опытные мастера рукоделия, но и юные талантливые ремесленники. Есть у нас вот семья в нашем объединении, которая вот именно является показательной. Вот я этой семьей восхищаюсь, и это семья Бигдаир Конор и Анаркуль Нарбатанова. У них вся эта семейная династия мастеров. Анаркуль Апай, она мастер по войлоку. Муж Бигдаир Конор, он ювелир-художник. Сыновья гончары, дочь тоже художник. Поэтому, и внук Бексултан, ему 7 лет, он гончар, он создает свирель. 7 лет он был как раз участвовал на Кульсае. И у него, кстати, очень хорошо был большой спрос на его изделия. Так что вот у нас вот есть чем гордиться. Замечательно прошла и выставка-ярмарка, организованная в Искельдинском районе при содействии руководства данного региона, Палаты Атамекен и Ассоциации деловых женщин. Выставка была посвящена 30-летию независимости Казахстана. На благотворительную ярмарку приехали около 30 мастеров, которые представили свои уникальные работы. Здесь можно было увидеть буквально все. Ювелирные украшения, вязаную обувь, головные уборы, одежду, мягкие игрушки, изделия из дерева, кожи, металла и войлока. Ярмарка ремесленников Алматинской области носила весьма значимое название – ЖТСУ «Главные ворота Великого Шелкового пути». И это не случайно. Это возрождение Великого Шелкового пути. Вы знаете, что все страны в мире уделяют этому очень большое значение. Казахстан тоже. Я считаю, что Казахстану вообще должно быть такое отдано приоритетное направление. И поэтому мы все силы прикладываем к тому, чтобы все традиции наши, все те, чем занимались наши бабушки, прабабушки, чтобы это ремесло, оно
не потеряла свое назначение. И мы будем делать все возможное, чтобы наше вот это общественное объединение «Алтын-Адам» объединило вокруг себя всех ремесленников Алматинской области и достойно могли представлять Алматинскую область на республиканских, на международных выставках. Ярмарка прошла на ура, а часть собранных средств была передана мастерам с особыми потребностями на приобретение сырья для изготовления войлочных изделий. И это только начало. Сейчас в регионах Алматинской области выбраны руководители филиалов, которые помогают вести активную работу. Направлены наши силы Союза на тем, чтобы мы могли создать учебные центры. Нам это помогает региональная палата Атамекен. Обучение будет открываться в разных районах. Вот у нас примерно 20 районов, в 20 районах будут открываться учебные центры. Мы будем им предлагать своих мастеров, которые прошли уже обучение до этого, в городе Талдыкургане, которые прошли обучение. Это по гончарному делу, это по войлочному, это по кожевенному делу и по швейному делу. Создание центра ремесленничества, в котором мастера смогут делиться опытом и обучать своему делу всех желающих, один из главных проектов Союза. Кроме этого, в планах у руководства объединения открыть специальный выставочный павильон. Для этого уже предусмотрено место в центре города Талдыкурган. Мы попросили тоже по социальному проекту на территории Арбата. Арбат – это лицо города. В Алматинской области, я думаю, что Талдыкурган – это центр. И на Арбате должно быть место такое, в которое люди приходили бы и приобщались бы к культуре, к национальным обычаям, нашим традициям. Мы просим установить такие павильоны, где будут проходить, например, международные ярмарки, выставки, фестивали, мероприятия. Здесь будут проводиться мастер-классы, здесь же будут уличные музыканты, уличные художники, которых у нас очень много, не только в городе, а по всей области, где они смогут реализовать показать свое творчество, чтобы люди приобщались, видели. Это будет такой инклюзивный проект круглогодичной выставки. Кстати, по просьбе Союза ремесленников на Арбате в скором времени должны быть установлены круглогодичные биотуалеты. Есть у объединения и другие весьма интересные проекты. Это благоустройство этноаулов в регионах Алматинской области, создание карбоновой фермы и национального экопарка. Важно, что многие проекты перекликаются с разными сферами, например, с экологией или воспитанием подрастающего поколения. Мы из своих учебных центров хотим еще давать уроки для детей. Для маленьких детей, как правильно с этим работать, да? Что такое шерсть, что из него можно создавать, кожа, что можно из кожи шить, дерево, что можно из дерева делать, из глины точно так же. Это если не мы будем обучать, кто это будет делать? Поэтому это возрождение, сохранение, это нашей культуры, это только зависит от нас. На одной из выставок, это было в Доме дружбы, да, в одной из выставок, девочка маленькая, 7-летняя, подошла к изделию, которое было приготовлено, где войлочно, она, увидев, и говорит: «Мама, я давно мечтала, говорит, вообще увидеть, как это делается, говорит, как это красиво, это люди делали». И тогда я увидела и поняла, что мы на правильном пути, что это действительно нужно, особенно для молодежи. Одним словом, у Союза ремесленников большие, далеко идущие планы, которые, несомненно, помогут сохранить культуру и традиции народа, а также поспособствуют развитию предпринимательства и туризма, уверены мастера. Наша программа подошла к концу, а это значит, что наступило время прощаться. Увидимся ровно через 2 недели на телеканале ЖТСУ. Всего вам самого доброго, мира и согласия вам и вашим семьям. До свидания.